Конец XX века в истории России – сложный и противоречивый период. 90-е годы стали переходным этапом для всей страны. Перемены коснулись всех сфер жизни общества. Итогами реформ стало построение модели президентской республики, переход к рыночным механизмам в экономике. Значительная часть населения страны, в том числе Чувашии, испытывала снижение доходов, потерю рабочих мест. За это время обострились многие социальные проблемы, появились негативные демографические процессы. Но, несмотря на сложности, республика продолжала активно развиваться. Именно в 90-е в ней произошли судьбоносные события. Это и принятие Декларации о государственном суверенитете, Закона о языках Чувашской республики, Конституции Чувашской республики и учреждение Дня чувашской государственности и утверждение государственных символов Чувашской республики – герба, флага и гимна. Историческое событие свершилось 26 декабря 1993 года, когда первым президентом Чувашской республики был избран Федоров Николай Васильевич. Работа Николая Федорова на высоком посту способствовала тому, что Чувашия стала узнаваема не только внутри Российской Федерации, но и за рубежом, и добилась к началу 21 века ведущих позиций в России в социально-экономической сфере. В июне 1996 года состоялось торжественное открытие исторической части города Чебоксары, знаменитой «Дороги к храму», с участием президента Чувашской республики Николая Федорова и патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Это не просто дорога к храму, это дорога к истине, дорога к добру, дорога к человечности, отметил на торжестве Николай Федоров. 28 июля 1994 года образована Торгово-промышленная палата Чувашской республики, представляющая коллективные интересы предприятий и предпринимателей, оказывающая содействие в их деятельности. В 90-е годы особое место в политической жизни занял национальный вопрос. Были созданы общественные организации, выражающие этнокультурные запросы как чувашей, так и других народов. Одним из них стал Чувашский национальный конгресс, созданный в целях возрождения, развития и консолидации чувашской нации. Придание чувашскому языку статуса государственного подняло его социальный престиж. Чувашская речь шире и свободнее зазвучала как в повседневном, так и в официальном общении. Все мы знаем, что в свое время в становлении литературного языка большую роль сыграла деятельность выдающегося деятеля культуры и просвещения чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева и возглавляемой им Симбирской чувашской учительской школы. Именно в день рождения Ивана Яковлева, 25 апреля, чувашская общественность ежегодно стала отмечать День чувашского языка. На территории Чувашской республики расположено немало природных объектов национального достояния, среди которых есть две особо охраняемые природные территории федерального значения – Национальный парк Чуваш-Вармане и Государственный природный заповедник Присурский. Их создание также приходится на последние десятилетия XX века. 23 октября 1992 года была создана Чувашская государственная академическая капелла. Сегодня капелла – это профессиональный музыкально-исполнительский коллектив. Весна 1997 года запомнилась общественности открытием первого Чебоксарского международного балетного фестиваля, посвященного 30-летию балета в Чувашии. С тех самых пор праздник балетного искусства проводится ежегодно. В спектаклях и гала-концертах фестиваля наряду с чувашскими артистами принимают участие солисты различных театров России и мира. Приглашаем вас посетить сайт Чувашская республика «Летопись столетия» и узнать о других не менее значимых и интересных фактах и событиях из жизни Чувашского края.